Через 80 лет на малую родину в село Нушель Прилузского района доставлена капсула с землей с места гибели экипажу корабля «Фугас», на котором в годы Великой Отечественной служил уроженец Прилузя Максим Алексеевич Трофимов. Гильзу родным краснофлотца передал глава Коми. Ольга Коняева продолжит. Максим Алексеевич Трофимов родился в 1914-м в селе Ношуль Прилузского района. Был призван на военно-морскую службу в 1937-м. Во время Великой Отечественной служил на Балтийском флоте на тральщике «Фугас». Гильза с землей с дна Финского залива, где затонул корабль, спустя 80 лет, как возвращение бойца на родину. В этот трогательный момент не нужны слова. В именных списках безвозвратных потерь было указано, что Максим Трофимов холост. На самом деле у краснофлотца и его жены Павлы Васильевны за несколько месяцев до призыва на службу родилась дочь Татьяна. Потомки героя сегодня – это 3 внуков и 7 правнуков. Мы всегда гордились им. Это капсула и фотографии с памятных мест будут храниться в нашей семье. И мы будем передавать эту историю, рассказывать эту историю нашему поколению. Несчастье для родных, когда местом гибели становится море, обратился к потомкам краснофлотца Трофимова Владимир Уйба. Нельзя прийти к могиле, поклониться памятному месту. Только спустя долгие годы было найдено место, где затонул тральщик «Фугас» и где навсегда остались отважные моряки. Для меня сегодня именно такой день, такие чувства, что солдат вернулся и жизненный путь свой заканчивает на родной земле. И очень важно, чтобы вы передали память о своих родных, близких, пусть даже очень далеких. Повторяю, пусть это будут прапрадеды, передали через поколение своим детям. Тогда подвиг и гибель наших воинов не зря. Тогда он бессмертен. Базовый тральщик «Фугас», на котором служил Максим Трофимов, и сторожевой корабль «Буря» – пожалуй, самая серьезная потеря Балтийского флота в годы Великой Отечественной. Корабли участвовали в Таллинском прорыве, сумели добраться до Кронштадта. Но советское командование не знало, что немцы выставили минное заграждение. 24 августа 1942 года сторожевой корабль «Буря» и тральщик «Фугас» погибли в Финском заливе в результате подрыва на минах при попытке прорыва к острову Большой Тютерс. Взрывы мин разорвали корабли на 2 части, унеся жизни 104 моряков. Первые попытки найти 2 корабля были предприняты еще в 2015-м. В прошлом году место, где они затонули, было обнаружено разведывательно-водолазной командой. Со дна моря подняты корабельные рынды. Теперь они часть мемориала на острове Гогланд. В 80-ю годовщину со дня трагедии родные моряков «Бури» и «Фугаса» прибыли на место затопления кораблей. Среди них и потомки нашего земляка Максима Трофимова, внук Алексей Можигов и правнучка Татьяна Ганя. Их разыскали поисковики проекта «Информбюро». Погибшим защитникам Отечества отдали последние воинские почести. Сотрудники поискового центра передали и памятную гильзу. Так каждый солдат возвращается на родную землю. Помним каждого поименно. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».